Рад очень видеть, как развивается здесь центр, и рад наблюдать за его успехами. И, конечно, с одной стороны, то, что называется методологией СИСЛАБ, это одно. Но то, что руководство здешнего центра воплощает в жизнь, то есть взяв на вооружение эту методологию и приспосабливая ее к действительности, это наблюдать вдвойне отрадно, потому что видишь, как эта методология действует, как она приносит свои плоды, ну и в свою очередь он думает, что и участники, которые сюда приходят, то есть учащиеся, бенефициарии этого центра, что они тоже с радостью это делают и получают пользу. За год было сделано действительно очень хорошая работа. Было рекрутировано около 7 групп. Общее количество участников, которые посетили центр, составляет 66 человек. Из них 83% удачно трудоустроились. Конечно же, данный момент является не только нашим достижением. Почему? Потому что только благодаря сотрудничеству и тесному диалогу с экономическими агентами, с публичным сектором, с неправительственным сектором нам удалось непосредственно достичь этих результатов. И цель нашего мероприятия – подкрепить наше сотрудничество с нашими партнерами, выразить им благодарность, предоставить благодарственные письма и еще больше укрепить наши взаимоотношения. Данная организация, которую представляет Светлана, она как раз ориентирует людей, переориентирует людей с их профессии основной на другие, и они находят работу, остаются дома, платят налоги и видят своих родных и жизнь. На мой взгляд, это очень прекрасно. Что касается того, чем занимается СИСЛАБ-центр по поводу написания проектов, для получения каких-то грантов, то, на мой взгляд, это настолько актуально. У нас вообще с этим очень большая проблема. Мы до недавнего времени вообще не знали, как это делается. Я не говорю только при Марии, я говорю в целом. У нас нет специалистов в этом плане. Мы могли привлечь очень много грантов, очень много денег для того, чтобы решать какие-то проблемы в нашем городе, в целом в Гагаузии, в Молдове. Но сегодня есть такая проблема. То, чем они занимаются, я считаю, что это очень большой вклад в развитие экономики, в развитие всех нас. На этапе обучения мы гармонично перешли на написание целевого проекта. Мой проект, может быть, звучит не очень скромно, но мастерская по ремонту электромобилей и электрооборудования. И я, и грантодатели посчитали, что этот проект имеет право на жизнь, поддержали его, я уже подошел к концу, не терять время. Поддержали, выделили грантовые средства, грант на денежные средства выделили. И на сегодня первый этап – это офисное помещение готово, администрация сегодня сможет посмотреть его. Следующий этап – капитальный ремонт самой мастерской, где мы будем готовить оборудование для того, чтобы в будущем оказывать эти услуги. После того, как я пришла сюда, здесь была оказана настолько качественная помощь в том, что люди, наши тренеры, они рассказали нам, что это на самом деле все не так сложно. Была оказана качественная помощь в написании бизнес-плана, который оказался настолько качественно сделанным, что в результате получилось на основании этого бизнес-плана получить грант. На сегодняшний момент мой детский развивающий центр, на который писался грант, уже функционирует в течение 2 месяцев. Функционирует даже успешнее, чем планировалось изначально. То есть сегодня, получается, мы работаем 2 месяца, мы уже имеем более 25 участников нашего центра, которые проходят обучение. У нас работает детский садик, где детки тоже приходят, готовятся уже к большому садику, уже есть курсы развития деток. Дети довольны, мамы довольны, и мы рады, что получили такую качественную помощь в СИСЛАБе, что на сегодняшний день я также являюсь предпринимателем благодаря помощи СИСЛАБа. Спасибо.